Друзья, всем привет. Ну, наверное, начну, ребят, наверное, с поздравления всех с Новым годом, со наступающим Рождеством или уже с Рождеством, кто как смотрит. Хотя, ребят, записываю еще по 24-м, но видео выйдет, скорее всего, в 2025-м. Не скорее всего, если оно будет, конечно. Вот, так что, друзья, здоровья всем крепкого, чтобы этот год был намного лучше, масштабнее, результативнее. Я не знаю, ребят, что пожелать. Здоровья, конечно, ну и бабла побольше. Вот. Как бы так. Ну и мирного неба над головой, естественно. Вот. Так что, ребят, Дрюня на связи. В общем, какие дела, ребятки? Вообще не планировал, конечно, я уже ехать. Сегодня у нас 28 декабря. Вот. А что это, говорит, у вас на носу? Козявка. Новый год. В общем, новогодняя суета. У меня здесь куча проблем там по мелочам. Ну, короче, неважно. Вот. Что-то вроде как-то хопа и нарисовалась рыбалка, ребят. Всю ночь не спал. Порешал дела и думаю, денек свободный, а чё бы нет. Живец в холодильнике трепошится, манит. Андрюха говорит, езжай. Короче, ребят, попер я. Налегке вообще, ничего не брал. Живец, бур, саночки, термос, перекусить. Вот. Ну и приперся, ребят. Поехал по темну еще. Заезжал, еще темно было. Вот, выставлялся с фонариком. В общем, ну все. Все готово, ребята. То бишь, я сегодня прям рано-рано, прям на утреннюю зорьку. Хотя вот сколько рыбалок здесь было, утренней зорьки что-то как-то и не стало. Щука начинает клевать с 11 часов. Вот. Сегодня, ребят, ничего не мудрил. В общем, левый край, вот этот бережок, хорошо радовал поклевками и щукой. И, в общем, ребят, я решил его продолжить, потому что дальше я не уходил. Сколько я здесь уже? Третью рыбалку, четвертую. Ну, считая ночевок. Да, третью рыбалку я здесь. И вот я делал как подковой, получается, и центр сорил. Ну, что-то и в центре стреляло, что-то и с той стороны стреляло. А вот этот берег прям радовал. А дальше еще не бурено, в общем, ребят. Я решил, короче, туда бахнуть. А линия, если пойду, блин, далеко будет, если так ставить. Поставил 15 жерлиц, если так посчитать, через каждые там 10-12 метров, но 150, там 170 метров получится. И если последнее стрелять будет, там, ну, не набегаешься, в общем. И решил вернуться середкой. В общем, ребят, сегодня так, знаете, по-дурацкому. Полоса раз, полоса два. В общем, вдоль травы и, получается, чуть дальше в середину. Вот и посмотрим, что у нас получится. Не знаю, ребят. Так, я, в общем, решил, короче, ребят, прокатиться. А чё? Техника есть, ребята. Никаких прицепов, ничего не надо там мутить, куда-то там заезжать. Заправился, завелся и погнал. Тем более, говорю, живец есть, ездил сейчас недавно так прокатиться на пару часиков на речку. Хорошо клевала плотва, надергал так. И сегодня у меня как раз, ребят, стоит плотва. Ну, там 3 карася где-то попалось, еще с прошлой рыбалки, остатки. Ну, не стал там искать, как бы, поставил. В общем, там 3 карася где-то и в основном плотва. Вот. Так что, друзья, поглядим, не знаю. Сейчас самый пик такого, знаете, темного времени. Ну, хотя уже 22 декабря было самая длинная ночь. Сейчас как будто бы уже пошел на плюс денек. Ну, а так по видео вы сами видите, что синяя вот эта тьма. Вроде как бы и день, ребята, а вот, ну, сумеречно, так, знаете, тоскливо. Солнца мало. Практически вообще нету. Только когда морозы. И то ненадолго. Вот. Ну и соблазнило еще, ребят, что плюс стоит. Не плюс, а оттепель. Уже как 4 дня стоит, ребята, -1, 0, +1. -2 что-то
1 градус, минус 0, плюс там какой-то что-то полградуса. Короче, вот такая температура, ребят. И вот декабрь месяц заканчивается. Грех не воспользоваться такой погодой и съездить. Вот. Ну, правда, заезжал, ребята, озеро утонуло. Рыбалка здесь была, много лунок наделали, снег валит каждый день, давит озеро, и, короче, очень много воды. Там заезжал, вот так немножко. Но это не страшно, потому что тепло. Это вот плохо, когда в мороз ты попадаешь в слуд, ты выезжаешь, и вот у тебя, грубо говоря, моментально подвеска встает, снег с водой, это все надо быстро-быстро чистить. А так сейчас это не страшно. Тепло. Вот, то, что я сейчас хапанул, поеду обратно хапану, полями, лесами пойду, там все равно скачешь немножко, короче, все послетает. Ладно, друзья, что телефон доставал, а время-то не посмотрел. Ждем первую сработку. Время у нас 9:10. 9:010. То бишь, я вообще выставился по красоте. Ну, говорю, вот крайние рыбалки показали, что вот обычно в 9 начинает стрелять, а сейчас что-то 10-11. Короче, давайте, ребят, попробуем порыбачить. Так, чисто покайфуем, побалдеем. Тепло, хорошо. Поехали. Так, друзья, прошло 10 минут. У меня первый загар. Как ни странно, но не берег сработал, а сработал глубина, грубо говоря. И самая крайняя, ребята. Так, ну что-то вроде не мотает. А нет, крутит, ребята. Ладно, погнали. Так, ну что, первый загар, ребята. Только с вами поздоровался, чайку попил и смотрю первый загар. 9:10, а время было сейчас 9:17. 7 минут прошло. Самый край. Новые лунки, ребята, новая рыба. Всегда так было. Блин, воды, конечно, море. Идешь, тонешь. Так, ребят, ну что-то не знаю. Пока шел, вроде мотало, тоже видно было. Вот эта изолента, сегодня старый жалец взял. Помогает, хорошо видно. Специально или красишь, или изолента, чтобы издалека понимать, есть размотка, нет. Постоим, что посмотрим. Стоит, держит, походу. Походу не крупная, ребятки. Мелкая щука. Тут у меня вроде карась. Я вот не помню. Как раз вроде карась был. Так. Вроде загаров больше нету. Выплюнула. Да, карась, ребята. Он досталось ему. А так живой бродяга. Ну сколько? Метра 3-4, наверное, вымотала. Мелкая, походу, ну.
не наша. Ну что, первая сработка. Это радует. Не может не радовать. Бывает, что, ребят, заезжаешь, но вообще же тишина. А тут как бы так хоть шевеление, это всегда приятно. Самое крайнее. Ну ладно. Поглядим дальше. Что получится. Так, друзья, спрашивали, отвечаю. Пока полет нормальный. Третья рыбалка получается. Я показывал, приобрел новый шуруповерт DeWalt 996. Вот, на 5 батарейках. Вот третья рыбалка. Ну, понятно, я еще не бурил много. Прошлую рыбалку там 20 плюс лунок сделал. За плотвой ездил. Там, ну, лунок 20, может, я там бурил. Так, искал. Ну, сейчас плюс там минус. Вот, батарею не менял, заряд полный. То бишь, плюс-минус 60 лунок, заряд еще полный. Лед не особо большой, сантиметров 25-30, как бы. Ну, огонь, что я считаю, огонь. Плюс первую рыбалку я на морозе стоял, с ветром. Отлично, я считаю. Так что тестируем, смотрим. Пока все, ребята, идет гладко. В плане рук люди писали, что руки вырывают. Ну, не знаю, ребята, как вы бурите, чисто держите рукой. Я конкретно прижимаю, то бишь, к ляжке и спускаю. То бишь, у меня поворот как раз именно упирается шуруповерт в ногу, и я потихоньку спускаю вот так. Ручку заводскую я не использую. Незачем она, как бы. Так что отлично, отлично. Ну, понятно, что лед еще такой маленький. Весной, конечно, сантиметров 70 будет, 80. Местами и под метр. Ну, в зависимости, конечно, от зимы. Мне кажется, в этом сезоне лед особо толстый не будет. Зима мягкая, теплая. Так что вообще отлично. 2 патрона, 2 батарейки. Можно смело ехать и рыбачить. Вот. Ну все, что. Одна сработка, ребят, была утром. И пока тишина. Время у нас 40 минут 10-го. Ждем 10-11 часов. Должен быть какой-то выход. Ну непонятно, ребят. Погода вроде ровная стоит. Не знаю, посмотрим. А так, да, ребят, что, доживаем на озере, и после Нового года, возможно, даже на новогодних праздниках уже будем переезжать на реку. Вот. Ну, сюда можно, в принципе, тоже навещаться, что нет, так, мало ли там, 20 живца есть, приехал, что, постоял, как бы. Не особо далеко от деревни, так что можно кататься. А так все, будем пробивать речку. Будем пробовать. Все, ребят, ждем поклевку. Ждем поклевочку, поклевку. Так, друзья, флажок. Опять центряк мотает. Только-только на глазах бахнуло. Он крутит. Загар, ну после того загара, ребят, прошло минут 50, наверное. Вот. И опять получается не береговая зона, а более к центру. Я вот специально поставил, думаю, посмотрю. 2 ровные полосы. Так, ну что, надо брать. Так. Что тут у нас? Лески море. Лески море. Походу опять не большенькая. Но это не точно.
Так, ну вот так у нас пока тишина. Берег молчит. Получается на ту и на эту. Вот это место тоже интересное. Здесь какой-то свальчик я когда-то находил. И вот прям... Ну это не в этом году. Вот. Точечно, если к нему ставить, что вообще прям хорошо стреляло. Сейчас пока вот сколько рыбачу не могу найти. Такой сразу перепад где-то в полметра. С полтора метра на 2 где-то валится. Значит, не крутит, ребята, не крутит, не хотит. Подождем, потому что сработало столько. Возможно, держит. Постоим, посмотрим. 2 минутки постоял. Тишина, ребята. Короче, очередная холостая, походу. Очередная холостая. Мелочь. Трава даже где-то здесь присутствует. Куда-то тут в траву затащила. И что, выплюнула. Ну что-то так, еле-еле, ребята. Поменяем нафиг. Еле-еле поменяем. Не будем жадничать. Что-то не знаю, какая-то она уставшая. Да, свеженькую поставлю. Это воронью. Метра 2 вымотала. Ну, походу мелочь, ребята. Там даже что-то зубов даже нету. 1, 2, 3, 3,5. Кстати, по многочисленным комментариям взял я себе, ребята, садочек. Не садочек, как подсачник, как она, шумовка, не знаю, как там называют. Вот. Не знаю, по привычке, ребят, все равно руками лезу. Контролирую, я щупаю живца, смотрю, какой. Мне как-то, не знаю, так сподручнее, что ли. Так, караси, ладно, надо сорогу ставить. Сорожку, карась. Карасики. Где сорога-то? Где сорожка у нас? А что-то не попадается. Ну ладно, карась пойдет. Тогда вход. Пойдет карась. Опа. Пошел, бродяга. Давай, за щукой. Вот такие вот дела. Второй подъем. Мимо. Ну, это мелко, друзья. Мелкая щука, видно. Здесь даже что-то вон, зубов нету. Такое ощущение, что окунь. Может, даже вообще не исключено. Окунь здесь тоже есть. Чешуя сбита, а зубов нету. Вот так вот. Ладно. Играем дальше. Пол 11, ребята. Скучно. Надо было хоть ящик взять. Да. Окушка попробовать. Потыркать. А ладно, что. Ну вот обычно, ребят, вот я вот до Нового года стою на озере. Вот. Потому что вот по первой лёдке, так скажем, тут еще весело. А потом тут
ближе к Новому году начинается умирать. Вот. Тут бобровая хата, ребята, недалеко. Хочу посмотреть, как там они живут. Вот, ребят, смотрите, какое чудо. Правда, опасненько, конечно, подходить, потому что ходы могут быть, можно провалиться, так скажем. Ох, ветрища. Ох, ветрища. Вот такая хата, ребята, здоровенная, вообще труба. Здоровучая. Кто-то тут шнырял, ходил. Волки, случайно не волки. Следы вон свежие, причем, ребят. Смотрите. Нет, скорее всего, лиса, наверное, ходила. Хотя непонятно. Такие себе следочки-то. Ну, уже замело. Вот такая хата, ребят, смотрите. Офигеть здоровая. Тут когда мороз бывает, аж парит она, видно. Кто-то вот оттуда приходил. На лед, кстати, не выходила. Лиса, скорее всего. Хотя он разбег такой, ребят, смотрите. Не, это, скорее всего, волчара ходил. Да. Разбег такой. О. Лиса бы так, не знаю. Скорее всего, волки, ребят. Они приходили, когда я здесь ночевал, получается, 2 ночи. Они вот там заходили. Ну, на озеро не пошли. По ручью там они. Вон, все в следах тут. На лед не посмеялся выходить. Вот зараза-то, а. Вот, ребят, какая хата здоровенная. Бобры, конечно, могут, делать. Ладно, туда не пойду, опасно, ребят. Потому что мало ли где-то промоина, провалюсь. Охренеть. Высотой, не знаю, 3 метра, наверное.
Приятного, ребята. Фух, о, ребят. Что-то я брал там яйца, и сковородка у меня есть там. Думал, мало ли там, может, яичницу пожарю. А почему так захотелось, вот, знаете, сала не было, вот, раньше вот постоянно делали. Сало, хлеб, что на рыбалку брали. Всегда костры топили. Это сейчас редко стал костры делать зимой именно. Потом скучаешь по ним. А потом уже с весны на налиму выезжаешь, так сидишь, просто залипаешь. Все-таки костер, ребята, это живая штука. Колбаски поджарил горяченькой. С чайком вообще залетело на раз. А что, дрова лежат. Что-то так смотрю, делать нечего. Время уже без 10-12, ребят. Тишина, сработок нету. Вот, думаю, запалю костерочек. Так. Короче, огонь. Тишина. Ну, не знаю, ребят, часика 2 еще посижу. Наверное, да. Попру домой. Жерлицы, скорее всего, оставлю. Тепло. Что, пусть стоят. Завтра прокачусь. Завтра все равно в деревню сюда по делам надо будет ехать. Вот. Прокатимся. Вот, так что просто схожу, потом снегом присыплю. Я их не засыпал, тепло. Ну, посмотрим, в общем, ребят, что. Обед. 2 подъема было, мелкая щука, и все. Вот. Так, что, скучно? Скучно. Ну да ладно, ребят. Рыбалка такая штука. Флажочек, ребятки. Я уже тут загрустил. Смотрю, поднялся флаг. Кстати, опять же в этом же районе. И не берег, нифига. Берег сегодня ни одного подъема не сделал. Это 3-й у нас. Ладно, что, пойдем посмотрим. Так, было вот на эту сработка. Там на крайнюю. И вот сейчас вот здесь. Короче, в одном месте, грубо говоря, одна щучка, наверное, бодает. Да, ребят, вымотки нету. Ничего себе, порвало как. Вроде живая. Хорошо порвала. Ну, видите, ребят, походу не активная вообще. Вон. Даже метра нету. Раз, два, три. Просто резко бац и выплюнула все сразу. Вообще не хочет есть щука.
Вот такие дела, ребята. Как-то так. 3 подъема. И все вот что-то такое безобразие. Нету Жора. 12:36. Час еще стою. Посмотрим. И будем собираться. Сегодня пораньше приехал. Но нету смысла. Ну сейчас может вечерний будет выход. Может что постреляет еще. Хвоста хоть какого-то зацепить-то нужно. Снег то что-то то идет, то не идет. Так порывами ветер. Без 22, ребята, отстоял, грубо говоря, денечек. Но можно еще стоять. Ну, что-то я не вижу смысла никакого. Лучше по светлу я махану. Вот. Что, жерлицы я оставлю. Потому что завтра, я еще раз говорю, в деревню надо ехать будет. Прокачусь. Сейчас только засыплю. Засыпем, чтоб не мерзли, так скажем. Вот. Хотя тепло, но все равно так хоть чуть-чуть. Живец вроде нормальный. Сейчас посмотрим. Вот что-то и непонятно, ребята. Смотрите. А нет, живая. Живая. Думал, мертвая. Карась, конечно, все равно более живучий, чем плотва в таких сейчас условиях. Озеро начинает задыхаться потихоньку. Ну, хотя я еще не считаю, что озеро прям без кислорода. Потому что зима поздняя, или застав не особо давно. А так, к Новому году я вот здесь рыбачу до Нового года. А потом уже переезжаем на реку. Все, сейчас, ребят, все обойду, жарятся. И потихоньку будем выезжать. Так что посмотрим, что у нас завтра будет.
Так, братва, ну чё? Поехали. Поехали. Придется покупаться немножко. Ну ладно, чё. Ладно, жерлицы оставляю. Завтра приедем, посмотрим. А так, походу, все, ребята. Будем заканчивать. Озерный сезон. Хотя, посмотрим. Смотрите, сидят недалеко. Вон баранка идет. Они вон на березе с края сидят. Красавцы. Приятно так наблюдать. Снизу нету. Снизу нету. Прямо на буранке стоят. Так, полная вымотка, ребята. Как будто бы есть натяжка. Как будто бы есть натяжка. Вот так опасно оставлять, сразу вам говорю. Может дернуть резко и уйдет. Так. Пробуем. Оп. Есть. Есть, ребята. Килограмм точно тащу. На меня пошло что. Килограмм точно идет. Я считаю, это уже огонь. Какой килограмм, ребята? Тут треха, ёб твою мать. Тихо нафиг. Хрена себе. Фу, блин, куда там леска пошла? Треха, ребята. Самая настоящая. Охренеть.